Добрый день. Кто-то, наверное, знает, а кто-то не знает, но у меня есть второй канал. Здесь вот будет сейчас ссылочка. Пожалуйста, переходите, кому интересно. Он посвящен раскопкам. На этом канале мы копаем и иногда что-то находим. Кому интересна подобная тема, пожалуйста, переходите, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите нас на втором канале. Итак, совсем недавно я вернулся с раскопок. Копали мы близ города Нанайска. Вот, там древняя стоянка первобытных нанайских людей. Вот, что там было интересно найдено. Так как канал все-таки у меня посвящен ножам, соответственно, я вам покажу. Там был найден вот такой странный, довольно редкий нанайский нож. Конечно же, сам нож, наверное, не так странен и интересен. Ножик, сам нож очень похож на обыкновенный якутский нож для правшей. Нож сделан из металла, что характерно, из металла. И, как показал углеродный анализ, он сделан из древненанайского напильника. Так, длина лезвия у этого ножа где-то 117 миллиметров, то есть 11 сантиметров и 7 миллиметров, то есть 117 миллиметров. Рукоять 125 миллиметров, что позволяет держать его очень удобно в руке. Ширина лезвия 25 миллиметров и толщина обуха у него 3,5 миллиметра. Какие материалы у него на рукояти? На рукояти у него сначала идет корень сливы. Корень сливы очень твердый материал, очень твердый.
Далее идет ясень. Далее 2 молодых дубка. И, собственно, задник сделан из мореного дуба. То есть не искусственно мореный, такой прям мореный, старый такой дуб у меня есть. Не знаю, сколько ему лет. Он всегда такой темный уже. Вот, и так далее. Его морить не надо, потому что он уже изначально такой полумореный. Вот такой вот ножичек. Что по заточке. Очень остренький. Режет бумажку на раз. Тестировать мы его не будем. Смотрите, при условии, что он пролежал несколько тысяч лет в земле. И он остается таким же острым. Так, но что же примечательно в таком случае в этом нанайском ноже? Я вам скажу. Самое примечательное и главное отличие нанайских ножей от якутских — это, конечно же, его ножны. Вот о ножнах мы сейчас и поговорим отдельно и рассмотрим их более подробно. Так, вот такие ножны. Выполнены они, по всей видимости, из коры древовидного папоротника, произраставшего на территории Нанайского автономного округа где-то 600 миллионов лет назад. Ну, конечно же, он, наверное, остался. И вот нанайцы использовали впоследствии его кору для создания своих ножен. Надо, конечно же, отметить, что древний нанайский древовидный папоротник — это, конечно, является прародителем русской березы. Вот. Чем примечательны сами ножны, кроме того, что они сделаны из коры древовидного нанайского папоротника? Дело в том, что ножны украшены многочисленными орнаментами. Орнаменты такого животного происхождения. Здесь есть люди, охотники или танцоры, не знаю кто. Есть какие-то животные, есть горы, есть мамонты, есть тут очень много всякого добра. Так, но, конечно же, можно узнать, почему вот эти люди, да, вот здесь, то есть самый верхний ряд, это какие-то нанайские то ли шаманы, то ли охотники, потому что кто-то есть с рогами, кто-то с луками, все они в различных позах что-то делают. Почему именно нанайцы? Может возникнуть такой вопрос. Почему это не древние якуты, не древние ямалы или не древние еще кто-то там, саамы? Вот. На самом деле, почему нанайцы? Ну, здесь, конечно же, наши ученые все это дело разобрали, расшифровали. И здесь видно две вещи. Во-первых, на самом деле они не охотятся, они танцуют. И по позам, и по открывающимся ртам, которые у них здесь можно различить под микроскопом, видно, что они поют национальную нанайскую песню. Ай-нане-нане, нанай, ай-нане-нанай. То есть из чего наши ученые сделали вывод, что это все-таки древние нанайцы. Но есть еще и второй признак. Если присмотреться, то у одного из нанайцев здесь упала шляпа, упала на пол. Вот это все, это полностью доказывает, что это никакие не древние якуты, это древние нанайцы. По-любому. Далее, внизу идут, значит, животные орнаменты, видимо, те животные, на которых они охотились, которые, может быть, пели вот эту национальную песню. Может быть, это был гимн, может быть, это был какой-то охотничий призыв. Ай-нане-нане-нанай, ай-нане-нанай. Вот, и, видимо, с этим боевым кличем они шли на всяческих животных. Здесь же есть тигрообразный олень. Затем идет пятнистоногий антилоп, какой-то древний. И вот это вот соснорогий жирафопоид. Видимо, вот так он называется. Так, далее идет какая-то лодка. Кто-то плывет в лодке и охотится на чудо-юдо рыбу-кит. Не знаю, поймал или не поймали, этого не видно. Ну а далее древний
нанайский папант, а охотится на древненанайского мамонта. Вот такая вот историческая здесь вот есть картинка. Ну, так как это мамонт, это понятно, то значит здесь это папант. Папант, в общем-то, вот он, может быть, он не охотится, может, он что-то говорит мамонту, говорит. Он говорит, когда ты будешь нас кормить, мамонт? Вот, ну, он же папант. Ну, у него копье, значит, он папант, по-любому. Не может же мамонт с копьем говорить, да? Кто-то видел мамонта с копьем? Нет. Если с копьем, значит, папант. А если это папант, то второй, значит, это мамонт. Тут все логически связано очень. Так, нож в ножнах сидит очень плотно. Очень плотно. Вообще, тут видно, что это цельно, вот если заглянуть внутрь, видно, что это цельно такой вот скрученный кусок коры. То есть, как коры древовидного нанайского папоротника, который просто скручен в трубочку в несколько слоев. И, собственно, все, так он оставлен. Ничего там более нет в этих ножнах. Так, сделал вот такой вот привес. Видимо, из шнурка мокасина древнего нанайца, папанта, видимо, папанта. Потому что папанты носили, в общем-то, мокасины на шнурках. И, соответственно, здесь есть какие-то шарики. И, как обычно в тех краях, это классическое завершение привеса, подвеса, да, шнурочка. Бывает, встречается на темляках, бывает, встречается на привесах к ножным. Это, конечно же, бивень саблезубого ежика. Бивень саблезубого ежика, про который вы уже все знаете, который уже не раз видели. Вот. Не ежика, конечно. Как раз ежики обитали именно в тех краях, как я уже и говорил. Сейчас там зона вечной мерзлоты, но когда-то там была зона вечной жироты. Вот в этой зоне вечной жироты и обитало множество различных животных, которых сейчас уже нет. Один из них это бивень саблезубого ежика. Я надеюсь, никто его никогда не видел, собственно, никто не знает, как он выглядит. Одревенелый, он не окаменелый, это одревенелый бивень саблезубого ежика, одревенелый. Вот. Дело в том, что, находя орнаменты древних животных, в том числе вот на ножнах этого ножа, мы не видим никакого древнего саблезубого ежика. Но, может быть, когда-то нам повезет, и мы все-таки вот найдем изображение данного животного, бивни которого встречаются очень часто на древних ножах, обязательно нанайских. Вот так. Называется этот нож бычок. Бычок. Ну, так как культура нанайцев очень близка была к культуре якутов, то, соответственно, и названия у них языки схожие, и названия, соответственно, тоже схожие. На якутском языке нож называется бычах, да, а у нанайцев он называется бычок. Вот. Видимо, один из тех бычков, которые вот, в общем-то, здесь и изображены. Вот такой вот ножик. Ножик нанайский. Нож. Я бы сказал даже, что это нож нанайских провокаторов. Ну, потому что здесь они вот нарисованы. То есть, ну, это явные провокаторы. Потому что они своими действиями провоцируют как раз вот животных, которые, собственно, ниже пасутся. Вот, луками своими, плясками, вот этими ай-нане-нане, они провоцируют животных к чему-то. К чему-то они их провоцируют. Вот, поэтому это, скорее всего, нож нанайских провокаторов. Ах, красиво режет. Смотрите, за столько лет и ни разу нож не затупился. Эх, макароны можно прям строгать. Отлично режет. Вот так. Ну вот, в общем-то, и все.
Кому понравилась история про такой вот нож, обязательно ставьте лайки или дизлайки, кому не понравилось. Также подписывайтесь на канал. Там вот есть внизу подписаться. Есть там лайк, дизлайк поставить. И, конечно же, пишите свои комментарии. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете о вот этой вот нашей недавней находке. Что вы думаете про это? Все, всем пока. Встретимся на канале в следующий раз. До новых встреч, ребята.